Вы знали то, что нардский эпос, он касается не только Абхазии. Он по всему Северному Кавказу, наши братские народы, это осетины, это убыки, это адыги, чеченцы. У них тоже есть нардский эпос, он никак не должен нас разделять, он должен только объединять нас. Да, стоял такой вопрос, почему же какой-то Тор, какой-то Зевс популярнее наших, допустим, того же самого Браскила. Вы кто-то знаете о Браскила? Да. Ну, знаете, это на самом деле, когда мы изучаем наш нардский эпос, мы понимаем то, что наши герои ничем не хуже. Может быть, у них не было так много денег, как у Железного человека, но они нравственно, духовно были намного выше, это 100%. Поэтому мы создали такой проект, он называется «Потомок нардов». Это новая вселенная. Мы вообще мечтаем то, что по этому комиксу создадут когда-то фильм. То есть, вот вы понимаете, когда-то Человек-паук популярный просто был нарисован в книжечке. И люди из этой книжечки впоследствии создали целый фильм. И мы с вами можем стать частью вот этого движения популяризации своей культуры, своего эпоса. В основу этого комикса мы ставим потомка нардов. Это не супергерой, он не супербогатый, он не обладает какими-то суперспособностями, как Человек-паук, там он не стреляет паутиной. Но духовно и морально, как мы говорили ранее, он на высшем уровне. Поэтому я думаю, данный комикс будет вам реально интересен. То есть вы его прочитаете, вы проникнетесь нашей культурой, которую, я уверен, вы все знаете, которая вас. Вот раздавая, сейчас мы раздадим эти комиксы, подарим вам кружечки и так далее. Но я хочу вот самое главное сказать. Каждый из вас может быть тем самым потомком нарда. Это не просто, это не про силу какую-то, не про суперспособность. Это про доблесть, это про честь, это про справедливость. Не забывать своих братьев с Северного Кавказа, с России, дружить, взаимодействовать, придумать. Вот видите, сегодняшний проект это хороший пример, когда наши народы взаимодействуют. Вот это единство. Если бы не наши братья с Северного Кавказа из Осетии, этого бы проекта, допустим, не было бы. Егоша, только громко, чтобы все слышали. Потомок нардов оказался в нашем времени, но со своими принципами, является нашим. Ребята из Северной Осетии с нашей поддержкой написали проект гранта в Росмолодежь. И нам помогли, проспонсировали, вот благодаря Росмолодежи, допустим, эти комиксы. У нас реально великая страна. Мы ни на кого никогда не нападали. Прошли сложный путь. На этой территории было много империй. Сегодня этих империй вообще нет в проекте. Они многие даже и позабыли. А мы до сих пор существуем. Да, маленькие, да, не совсем сильные. Да, экономические проблемы есть. Со светом проблемы есть. Но мы реально, если понимаете, мы сегодня в своей стране, в своих горах, в своем лагере. У многих народов этого нет. Цените это. Мне понравилась эта акция. Весь наш лагерь порадовало это мероприятие. Много взгляд на историю, никак не меняли историю, а то, как историю сохраняют и делают новый вид для детей, которым будет намного интереснее читать в комиксах. Нам очень понравилось, мы все будем очень ждать продолжения, надеяться на то, что это будет очень большая вселенная, и будут сниматься фильмы, и писать очень много комиксов. Нардский эпос – одна из самых любимых моих тем. Очень было интересно, нам привезли подарки. За это хочу большое спасибо сказать всем. Шамиль, расскажи об лагере. Наш спортивно-горно-оздоровительный лагерь «Апсар» направлен на поднятие патриотических чувств среди молодежи, развитие этнических ценностей, морально-нравственных ценностей и прививанию к спорту. Молодцы.